Главными достижениями XX века являются свобода и равенство. И именно в искусстве свобода и равенство воплотились наиболее полным образом. Но в искусстве есть еще такая составляющая, как тайна или загадка. Как вы думаете, как давно индивидуальность, индивидуальное знание человека, его мнение стали абсолютной ценностью для окружающих, для человечества? Вот посмотрите на соседа вашего, слева или справа. Посмотрите, посмотрите. Улыбнитесь ему. Считаете ли вы его мнение таким же ценным, как и ваше собственное мнение? Безусловно, так. Но человечество пришло к этому не так давно. Только в 1981 году в Мавритании отменили рабство. И это была последняя страна, в которой отменили рабство. Только в 1981. А в начале 20 века вот этот вот человек... Не работает мой кликер. Я не смогу изобразить картину, которая... Заработал. Прекрасно. Вот этот вот человек, я думаю, что многие из вас знакомы с его творчеством, Казимир Малевич, создает картину, которая абсолютно не связана с повседневной реальностью. Она абсолютно оторвана от предметного мира. Она изображает белый квадрат на белом фоне. И это абсолютная революция. И он говорит нам своим творчеством, что наше «я», наша интерпретация реальности — это абсолютная ценность. И в этом есть свобода искусства. Здесь голос каждого из нас ценен. И здесь свобода воплотилась как можно широко. И эта картина — это не просто революция в искусстве, это революция в головах в первую очередь. Не говоря уже о том, что, вот если посмотреть на следующий слайд, он поменялся? Скажите мне. Прекрасно. Если, не говоря уже о том, что у вас с левой и с правой стороны, да, вот реалистичное искусство, которое здесь присутствует, невозможно представить, что от этого способа изображения мы бы пришли к космическим кораблям НАСА. Никогда бы. Без вот этой, казалось бы, простой картины, белое на белом. Да? Если возвращаться к ценностям искусства, и такой ценности, как равенство, кроме того, что мы все индивидуальности в искусстве, искусство нам дарит ощущение общности, что мы находим, что другие люди также чувствуют, как и мы, что другие люди думают похоже с нами. И это чувство равенства, опять-таки, как мне кажется, наиболее полным образом воплотилось в искусстве. Искусство — это абсолютно демократичный вид человеческой деятельности. Трудно себе представить более демократичный вид деятельности человека. Можно вспомнить здесь, конечно, об Энди Уорхоле, да, который подарил нам массовую культуру. И культура перестала быть элитарной, уделом каких-то избранных людей, либо очень богатых, либо очень знаменитых. Она стала предметом нашего обихода каждодневного. У нас появилась возможность потреблять высокую культуру всем. И ярким примером демократии в искусстве, в современной демократии в искусстве, конечно, является один из американских современных афроамериканских художников. Вуаля! Мы уже не видим, что белая госпожа возлегает, и ей прислуживает черная рабыня. Мы видим совершенно другую историю, да? А что это есть, как не демократия и равенство, воплощенное в искусстве? И вот эти вот ценности, они, конечно, очень важны для нас. Но, как вы думаете, вы — это то, что вы думаете? Вы — это то, что вы чувствуете? Или вы — это ваши физиологические потребности? Хочется верить, что мы — это чуть-чуть больше, чем только набор этих составляющих. Мы — это нечто необъяснимое. Мы — это то, что сложно выразить словами. И здесь вот эта вот область тайны,
как мне кажется, в нашем мире тотальной информации, да, которая изовсюду на нас брызжет, выпрыгивает, даже когда мы этого не хотим, эта область тайны очень важна. И я думаю, что искусство, оно как раз работает с этой областью тайны, с этой областью загадочности. И создается эта магия искусства. Вы знаете, когда я еще не имела отношения к Арбатфесту, когда я посещала его только как зритель, на одной из экскурсий журналистка задала вопрос Валерию Казасу, автору, надеюсь, работы за моей спиной. Нет? А еще раз. Вот. Вуаля. Это прекрасная работа. И она спросила его, о чем вообще, что вы хотели сказать этой травой своей? Он говорит, я не работаю с областью смыслов, я работаю с областью ощущений. Какие ощущения вызывают у вас сопричастность с моей инсталляцией, то это и есть, ради чего я работал. Это и есть вот эта магия повседневности, которую способно уловить, наверное, только искусством. И вот эти вот ценности, свобода, равенство и магия, это то, что Арбатфест при помощи современного искусства пытается привнести в общественное пространство, привнести в городское пространство. И чтобы каждый имел возможность соприкоснуться с ним. Мы все живем в наследстве советского монументализма. Да? Поменялся слайд? Спасибо. И вот это вот наследие советского монументализма, оно заставляет нас прочувствовать себя песчинкой во Вселенной, да? Ну или точнее механизмом, маленьким винтиком в огромном механизме. И оно, с одной стороны, конечно, нас заставляет рефлексировать, но с другой стороны, оно нас отчуждает от города. И мы на этих площадях, смотря на эти огромные архитектурные формы, не чувствуем сопричастность личную с этими объектами, да, с этим пространством. И мы пытаемся именно паблик-артом, современным искусством изменить эту ситуацию, сделать так, чтобы город стал личным домом каждого из вас, чтобы вы почувствовали эмоциональную связь с местом, где вы живете. Ведь действительно, дом — это не только ваша комната, ваша квартира. Дом — это город, в котором мы живем, это страна, в которой мы живем. Да? И здесь на помощь горожанам приходит наш фестиваль. И одним из ярких примеров, безусловно, является стрит-арт, который остается в городе, помимо месяца, когда идет Арбатфест. И стрит-арт наиболее полно вплетается в пространство города. И сейчас вот это граффити, которое вы видите здесь, стало уже частью Алматы. Его несколько раз пытались закрасить, но из-за того, что оно стало личной частью горожан, этого удалось избежать. Кроме этого, паблик-арт способен поменять отношение горожан к самим себе. Здесь мне вспоминается история из недавнего прошлого фестиваля, двухгодичного, когда Валера Чтак задувал вот эту стену. Это профессионализм, стрит-артисты не рисуют стены, они их задувают. И первыми его зрителями явились дети, конечно, как самый открытый класс нашего общества. И дети кричали. Это были дети из Наурызбайского района. Это недавно присоединенный район к Алматы. Если, представьте, степь, электростанция, пару домиков одноэтажных и 3 пятиэтажки. Вот это Наурызбайский район. И там появляется вот это граффити, и дети одного из этих домов говорят: наша жизнь никогда не будет прежней.
она будет особенной, потому что мой дом не похож ни на одни дома в округе. Понимаете? И я уверена, что эти дети станут особенными. И эти дети, может быть, кто-то уже на 25-й фестиваль примет участие как художник. Я надеюсь на это. Вот, и Public Art, он работает не только с такой монументальной живописью, как стрит-арт, или как принято называть с муралами, он работает и с чем-то менее осязаемым, например, с перформансами. И в этом году, уже для меня это этот год, пока не прошел следующий фестиваль, а для вас это 2016 год. В 2016 году два художника, Алексей Мартинес и Сырлыбек Бекбатаев, вплелись в пространство Алматы, став таксистами, но не простыми таксистами. Они возили всех бесплатно, но за это нужно было слушать их лекцию про современное искусство. Понимаете, искусство уже настолько стало демократичным, что оно ушло из пространства музея, ушло из пространства галерей, оно бежит за вами, оно уже готово вас бесплатно возить, лишь бы вы прониклись им. Также в этом году, в 2016 году, простите, одним из проектов фестиваля было возвращение алматинцев в ботанического сада. Почему возвращение? Это большая территория в Алматы, парковая территория, которая для многих алматинцев почему-то была закрыта. Да, там были сложные отношения, там он был закрыт какое-то время, но сейчас он открыт для посещения, но мы почему-то не посещаем. Мы говорим, какой у нас загрязненный воздух, но не ходим гулять в парк, который у нас буквально в нескольких метрах, да, если про жителей говорить. И мы захотели привлечь внимание искусством к этому объекту в городе. И создали выставку под названием «Симбиоз». Ее куратором выступила Яна Малиновская. И Яна Малиновская выбрала эту тему в связи с тем, что существует научная теория, которую подтверждает и сам Чарльз Дарвин, что именно из естественного отбора вычленили способность видов выживать только сильнейшим, что только конкуренция позволяет нам выживать. И Чарльз Дарвин писал о том, что это гиперболизация его теории. Он не так на самом деле думал. Не только излишнее толкание руками вокруг позволяет тебе выжить, позволяет тебе выжить помощь друг другу. Только взаимодействие, только взаимопроникновение позволяет устойчиво развиваться видам. И это наиболее полно, мне кажется, воплощено именно в наших социально-культурных проектах. Ведь я думаю, что каждый из вас согласится, если бы не было взаимопомощи от ваших коллег, от соратников, от каких-то фондов рядом, то вы бы не смогли дальше существовать, вы бы даже не начали делать то, что вы делаете в одиночку, только при помощи друг друга. И это именно то, что позволяет фестивалю существовать. Уже 8-й год в этом году будет бесконечность. И вот это несколько объектов, когда художники вплетаются в тело ботанического сада и размышляют о том, как проявляется этот симбиоз города и природы, природы и человека, горожанина с горожанином. Просто несколько ярких картинок, которые могут проиллюстрировать вам, как проходит наш фестиваль, если кто-то еще на нем не был. И на следующем слайде я хотела бы заострить ваше внимание и показать наши достижения относительно того, что мы так разрослись благодаря нашим партнерам, что нас уже на страницах такого известного одиозного издания, как «Коммерсант», называют городом биеннале. И
это становится городским брендом. Это частная инициатива. И это невозможно представить без наших партнеров. Это абсолютно не все, это только логотипы, чьих вошли, да простят меня все остальные наши партнеры. В заключении своего выступления я бы хотела вас попросить посмотреть на эту даму. И как вы думаете, похожа ли эта дама на вашу сестру, на вашу жену, на вас она похожа? Пейзаж за ее спиной похож на тот пейзаж, который вы видите каждый день из своего окна, который вы проезжаете по пути на работу? Я думаю, что будет, скорее всего, отрицательный ответ. Потому что это итальянское средневековое искусство Возрождения. Скорее всего, вас срезонирует, и вы увидите себя на картинах этого автора. Этого автора, вот этого автора. Действительно ведь? Вот Сауле Сулейменова, алматинка, живущая в наше с вами время, изображает нас с вами. Она изображает наши чаяния, проблемы, наши комплексы. Современное искусство — это исследование себя, это исследование нас с вами. А исследование себя, саморефлексия — это одно из самых сложных занятий на Земле. Именно саморефлексия чаще всего заставляет нас смущаться, негодовать, возмущаться, страдать. И именно эти чувства у вас возникают при просмотре современного искусства. И именно с этой особенностью искусства, взгляда на самих себя, чаще всего связано отторжение современного искусства. Да что это опять писсуар поставили в музей? Но я вас призываю все-таки потреблять современное искусство, все-таки смотреть на себя. И как и любое исследование, искусство обладает особым языком. Вот ни у кого не возникнет вопроса, что в астрофизике есть определенная терминология, и что для того, чтобы понимать астрофизический текст, вам нужно владеть этой терминологией. А почему с искусством не так? С искусством точно так же. Но этот набор, он намного ближе и естественнее нам, чем астрофизический набор. Я вас призываю просто поизучать этот язык. И тогда вы начнете получать истинное удовольствие от потребления современного искусства. Почему я употребляю термин «потребление»? Потому что для меня, я верю, что для современного человека наряду с потребностью дышать, принимать пищу, культура и искусство являются витальной потребностью. И я верю, что мы все придем к этому осознанию. И для этого я вас всех призываю сразу после нашего сегодняшнего собрания бежать в Национальный музей, который не так далеко в Астане. Мы, алматинцы, вам завидуем, что у вас есть этот музей. И смотреть выставку Сергея Маслова «Классика современного казахстанского искусства». Спасибо.